Адекватное поведение на дорогах – удел, как показывает статистика ДТП, не всех. О важности безусловного соблюдения правил дорожного движения говорили представители управления по делам религии с учениками Кажевской автошколы. Беседа носила профилактический характер. Репортаж Микаила Тангиева. В современном мире высокоскоростных технологий автомобилем пользуется практически все население Земли, в связи с чем стремительно увеличивается количество машин на дорогах, что в свою очередь влечет за собой множество аварий. По словам религиозных деятелей, одна из основных причин всех бед на дороге – это нежелание водителей уступать друг другу ради собственного комфорта на трассе. والله خش أما سبعين بيجتهد حاول يعمل واضح بالتأثير خاصة الوجبلي أسلوب يجيك أصلا إذا كوت بال بيزي كوت بال حيجي كوت بال مشغول إذن اللي يأتي كوت بال خلاص يتصل يحل أساس الحال أساس يشوي التاوي يعني هم توصي. Религиозные деятели неустанно повторяют, что, управляя транспортным средством, водитель должен отдавать себе отчет о том, какую огромную ответственность он несет перед Всевышним. И если по его вине в ДТП кто-нибудь погибнет, то это приравнивается к тяжкому греху убийству. И для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, приглашенные гости призывают будущих водителей со всей серьезностью относиться к учебе в автошколе. ماشين لا عموما نب عموما توقع سكاحة حيسر نجح سن ماشين لا ليش لا عموسوش نب عمبي بيش لا عموسوش تناقض ده ناقض بيوبنش عمي يجي بيوبنش عمي يجي بيوبنش عموسيش ودي من أي حبيب والله ما غرت شخص باخش فتعودي да проходит дольше со хажок дылдиш. Хамзат Гарчханов учится в этой автошколе всего неделю. По достижению 18 лет он решил получить права категории С, так как в будущем планирует нести службу в армии, будучи водителем грузового автотранспорта. Сегодняшнее мероприятие считает крайне важным для себя, так как подчеркнул много нового и полезного. Я согласен со всем, что происходило во время этого собрания, так как в основном нам объясняли то, что фактически есть, так как во время движения правильное знание правил дорожного движения будет гарантировать сохранение жизни и здоровья членов этого дорожного движения. Среди водителей бытует ошибочное мнение, что представительницы прекрасного пола не умеют водить и вообще часто ездят без прав. Эсет Костоева 2 месяца назад пришла в автошколу и постаралась опровергнуть этот стереотип, завершив полный курс обучения. Она считает, что водительские навыки пригодятся ей в жизни. Уже работает, и мне трудно бывает. Если в садик отвозить кого-то в школу надо, кого-то в спортзал. Сегодняшнее мероприятие узнала, что надо соблюдать правила движения, чтобы не навредить другим участникам движения или пешеходам. Сотрудники управления по делам религии не впервые проводят подобные встречи. Профилактические беседы с учащимися различных учебных заведений проводятся по поручению главы республики Юнусбека Евкурова. بيدا يصير هنجوك ديوهنا دا أخوش لا حتوقش بركلت شون دياري أسمع ذكرها تكن شو حيز درت خيانة تكن ديستودني آجر ساز خود بركلو ميت خلط كنا. На категорию Б здесь обучается порядка 30 курсантов и еще 2 группы на категории С, по 15 человек в каждой. Курс обучения проходит от 2 месяцев и более. Представители автошколы пообещали, что они впредь будут организовывать такие встречи. Это полезно в любом случае. С их они берут полезное, они знают свои обязанности, как они должны себя вести в автошколе. Поэтому мы до сих пор редко проводили, но сейчас постараемся на каждую группу 1 раз проводить такие мероприятия. Организаторы и участники этой профилактической беседы уверены, что проведение подобных встреч будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий среди начинающих водителей. И главное помнить простое правило – тише едешь, дальше будешь. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.